Во-первых, хотел бы поблагодарить за приглашение. Мне кажется, что вообще у нас мусульмане редко проводят вот какого-то такого научного плана. Побольше вот таких мероприятий на самом деле. Ну и не только научного, скажем так, научно смешанного, да. И та личность, в памяти которой мы проводим это мероприятие, безусловно, достойна. Безусловно, достойна. Абдурахман Умеров. Я так же, как и многие здесь присутствующие, неоднократно в своих исследованиях сталкивался с его именем, с его различными деяниями, наследием. Порой неоднозначно, как Виктор Михайлович говорит. Кстати, я бы, или вот, может быть, не сегодня, а в последующей встрече хотел бы обсудить какие-то неоднозначные стороны, да, его жизни, его деятельности, потому что есть вопросы. И если мы будем обходить эти вопросы, то, мне кажется, это не совсем правильно, не совсем по правде. И вот одна из таких тем – это Абдурахман Умеров как мухтасиб Астраханского края. Я не буду говорить долго о том, как родился Умеров, как он рос, как он начинал свою деятельность, потом вступил в полосу рассвета, руководил и газетой, и мусульманским обществом и так далее и тому подобное. Здесь об этом, я думаю, многие и так знают, и в исследовательском плане, и в плане познания личности Умерова. Недавно я работал над одной статьей, которую уже закончил, к счастью, «Мусульмане революции в Астрахани». Когда-то я эту тему затрагивал, но, признаюсь честно, уже сейчас, да, спустя много лет, затрагивал достаточно поверхностно в своих исследованиях. И вот решил более глубоко погрузиться и даже какие-то свои прежние взгляды немножко пересмотрел. И в частности в этих событиях, революционных событиях в Астрахани, как раз опять проявился Умеров, опять его текучая деятельность здесь нашла свое место. Мы знаем, что он был арестован до революции, был отправлен не в ссылку, да, я подчеркну, а под надзор полиции в Казань. В принципе, неплохое место, даже по сравнению со Астраханью. Вот. И какое-то время он там находился. Февральская революция 1917 года позволила ему вернуться в Астрахань, что он с удовольствием, конечно, и сделал. Собственно говоря, он тосковал в Казани, несмотря на все красоты этого города и природные. Он моментально вернулся, конечно, в родную Астрахань. И здесь как раз очень быстро вступил в ряды мусульманского движения. Надо сказать, что после февральской революции был создан мусульманский комитет, впоследствии переименованный мусульманское городское бюро. Это, по сути, был первый мусульманский орган самоуправления, появившийся вот в демократической новой России, в Астрахани. Его основу составили несколько городских имамов, преподавателей мусульманских учебных заведений, многие бывшие члены мусульманского общества Джамаат Исламия, как раз тоже вошли в этот мусульманский комитет. Представителем избрали Фатиха Шамасова, или Фатих Шаймаси, иногда он так себя именовал, подписывался. Он был сыном муллы в Белой мечети. До революции он являлся членом мусульманского общества Джамаат Хайрия. Это благотворительное общество или общество попечительства о бедных мусульманах или бедных татарах, иногда по-разному его называют. Известен он также журналистской деятельностью, в общем, один из представителей таких вот мусульманской интеллигенции Астрахани, скажем так. Известно, что мусульманское городское бюро направляло делегатов на второй Всероссийский мусульманский съезд, который проходил летом в Казани. Среди них был, в частности, тогда еще молодой Абдулхамид Джинибеков, туркменский богослов Абдурахман Ниязов, Ниязия. Все они были из Низамии, все они, в общем-то, были учениками Умерова. В начале ноября 1917 года, это уже после Октябрьской революции, до Астрахани она еще катилась, еще она здесь, в общем-то, не произошла. Прошел съезд мусульман Астраханской губернии, на котором присутствовали представители мусульманского духовенства, мусульманской интеллигенции и буржуазии. И в частности было создано два органа самоуправления мусульман края: Мили-Идаре, национальное управление, и Мили-Шуро, национальный совет. Во главе этих организаций встали ряд лиц, в частности тот самый Фатих Шаймаси, Наджиб Мавлюбердиев, еще один представитель тоже, в общем-то, вот, местной интеллектуальной мусульманской такой общественности, известный под псевдонимом Гасри, Наджиб Гасри, и Абдурахман Умеров. Кстати, вот для меня пока еще не ясный вопрос, кто возглавлял национальное управление, потому что в некоторых источниках его руководитель называется Абдурахман Умеров, в некоторых Фатих Шамасов. Но ясно, что они втроем составляли такую вот троицу, такой триумвират правления, да, между ними не было конфликтов, и, в общем-то, может быть, кто-то из них в какой-то момент там представлялся руководителем, в другой ситуации Мухуберов представлялся руководителем.
Повторяю, их Тринград был такой единый, сплоченный. У них было, правда, некоторые различия. Вот Умеров курировал в основном религиозный вопрос. Вот московская газета «Власть народа» от 3 декабря 2017 года сообщает, астраханские татары выделили, татары здесь имеются в широком смысле, выделились в некую автономную единицу и избрали правительственный кабинет во главе с президент-министром Абдурахманом Умеровым. Называют его президент-министром национального управления Милли Идаре. Повторяю, в других источниках Фатих Шеймаси именуется руководителем этой организации, поэтому по-разному можно сказать. Известно, что Абдурахман Умеров был избран мухтасибом мусульман края, то есть фактически был создан мухтасибат, некая организационная структура мусульман, которая объединяла мусульманские приходы губернии. И, по сути, это была, наверное, первая такая полусамостоятельная организационная структура местных мусульман. Известно, что национальное управление и его лидеры Шеймаси, Гасри и Умеров устанавливали контакты с астраханским казачеством, даже вели переговоры о том, чтобы некоторые населения окрестных ногайских и татарских сел, по примеру калмыков, они до этого калмыки вступили там частично в астраханское казачество, также они вели переговоры, чтобы вступить в астраханское казачество, чтобы усилить, скажем так, некий такой военный блок. Известно, что в революционных событиях конца 17 года и январских событиях 1918 года, когда, собственно, и произошла революция, в январе 1918 года, национальное управление Милли Идаре сформировало свои воинские подразделения. В источниках это подразделение называется боевая мусульманская дружина. Известно, что национальное управление издавало газету «Сарай». Ее курировал Умеров, конечно же, в переводе с персидского мы знаем, «Сарай» — это дворец. Да, в общем. Газета «Сарай» выходила с ноября 1917 года по апрель 18 года, издавалась в типографии «Нашрият». Известно также из воспоминаний одного большевика, мусульманина, Муслим Фатхулин. Он был активным деятелем мусульманской роты 156-го запасного пехотного полка дислоцированного в Астрахани. Именно эта рота сыграла одну из ключевых ролей вообще в победе большевиков. Большевикам удалось переманить мусульманскую роту на свою сторону, а это была, как пишут многие источники, наиболее боеспособная рота в составе этого 156-го пехотного полка. Многие солдаты после революции разбежались, и 156-й пехотный полк он был очень дезорганизован. Мусульманская рота не разбежалась, она была более-менее боеспособна, с оружием, занимали казарму. И шла борьба за симпатии мусульманской роты между национальным управлением и большевиками. И один из большевиков, Муслим Фатхулин, в своих воспоминаниях, они есть в архиве, они опубликованы в сборнике в хрестоматии «Борьба за власть Советов» в Астраханском крае. Это еще в 50-е годы выходил хрестоматия, очень хороший хрестоматия, кстати. Он пишет, что в определенный момент, в начале января 18 года, от Милли Идаре во главе с Умеровым пришла представительная делегация, которая вела переговоры с большевиками о том, чтобы они не трогали мусульманскую роту, о том, чтобы мусульмане вообще не принимали участие в каких-то событиях и занимали нейтралитет. Муслим Фатхулин победоносно потом завершает, что они прогнали Умерова, что они победили, что солдаты-мусульмане все равно за советскую власть, эти все представители духовенства, буржуазии, они не смогли ничего сделать. Мы можем только догадываться, что все равно, наверное, представители национального управления вели какие-то переговоры с офицерами мусульманской роты, мусульманскими офицерами. Но позиции большевиков там были все-таки сильнее. Там действовал совет при мусульманской роте, в основном там доминировали большевики. И немножечко эсеров там было. Национальное управление в ходе январских событий 1918 года в основном придерживалось нейтралитета. Хотя большевики заявляли о том, что, конечно же, все-таки это некие классовые враги для них были, выражали интересы буржуазии, духовенства, состоятельных слоев мусульман, скажем так, региона. И довольно настороженно относились к национальному управлению. В своих воспоминаниях они прямо называют их врагами. Но мы видим, что эта позиция была все-таки ближе к нейтралитету. Раньше мне тоже представлялось, что национальное управление достаточно жесткую большевистскую позицию занимало. Нет, сегодня я, наверное, отказался уже от своих прежних взглядов. Проанализировав источники, пришел к выводу, что национальное управление старалось быть ближе к нейтралитету. В частности, там даже известно, что когда шли январские бои между сторонниками, противниками советской власти, боевые подразделения национального управления держали по периметру караул, патрули вокруг татарских кварталов, это
имеется в виду, где улица Казанская, там близлежащая, да, вдоль моста. И не пускали туда ни красных, ни казаков, что очень интересно. Патрули с белыми нарукавными повязками стояли на ключевых улицах, на мостах, и известно, что когда большевики пытались туда проникнуть, они их не пустили. До конфликта вооруженного не дошло, стороны предпочли договориться словами и разошлись. Но известно, что в другой день туда пытались прорваться казаки. Их также не пустили. То есть, в общем, позиция нейтралитета, хотя, конечно, наверняка вряд ли лидеры национального управления испытывали большую симпатию к большевикам, но старались показать, что они не будут вмешиваться в эти события, что они, в общем-то, их не касаются, и что они стараются с любой властью впоследствии будут контактировать. Ну и, кстати, после победы большевиков действительно какое-то время национальное управление не было распущено, оно еще несколько месяцев существовало, Меру сохранял пост Мухтасиба, но все равно к лету 18 года их разогнали. Уже был создан, собственно, мусульманский городской совет рабочих и лавецких депутатов, потом он был переименован в губернский комиссариат по мусульманским делам или мусульманский комиссариат. Там один из мусульманских большевистских лидеров, Касим Туйбахтин, известная персона, кстати, до революции активный участник мусульманского общества Маджлис Шура-и-Ислам, но впоследствии ставший активным таким большевиком, атеистом и так далее. Ну, многие люди тогда меняли, как бы, скажем так, свои позиции какие-то. И вот Касим Туйбахтин как раз как уже такой официальный мусульманский лидер, пробольшевистский, просоветский. Сказали, что зачем еще говорить национальное управление, есть мусульманский комиссариат, он отражает интересы всех мусульман, а все мусульмане это трудовые мусульмане, они за советскую власть, естественно, как декларировалось, и поэтому национальное управление было распущено. Однако Умеров сохранил за собой пост Мухтасиба, и в течение 20-х годов, мы знаем, он продолжал активную религиозную деятельность, в частности, в 23 году был избран в состав Центрального духовного управления мусульман России, в Уфе, в 26 году был в составе делегации советских мусульман на Всемирном исламском конгрессе в Мекке. Но вот, да, вот еще, кстати, интересное высказывание. Московский этнограф Пятницкий, хорошо известный Виктор Михайлович, да, его сочинение, пишет тоже в своей статье: ученых в мусульманском смысле, кроме астраханского Мухтасиба Гумерова, в Астрахани нет. Он однозначно признает статус выдающегося мусульманского ученого только за Умерова. Ну, к тому времени, правда, уже многих и не осталось в Астрахани. Кто-то уже либо скончался, либо эмигрировал. Там, да, ну, безусловно, даже с учетом этих факторов, все-таки масштаб Умерова он впечатлял. Да, ну и, собственно говоря, наверное, на этом я буду заканчивать, потому что его деятельность как Мухтасиба, конечно, требует более детального изучения, и, по-моему, она сегодня еще не до конца изучена. Все, спасибо. Спасибо. Да. Да, конечно. Вопрос. Да. Вот вы сказали, в период революции февральской, ноябрьской создавалось мусульманское общество, да, скажем так, правильно? Ну, муссульманские общественные организации еще до революции. Я просто хотел для себя уточнить, вот их цели, задачи какие были. И еще в аспекте российской государственности, вот, и приверженность, ну, вы сказали уже, они нейтралитет соблюдали, ну какие-то они задачи перед собой ставили. Просто хотел уточнить. Да, я понял, да. Надо разграничивать, что, вот смотрите, до революции в России и, в частности, в Астрахани возникло несколько мусульманских общественных организаций. Ну, в частности, Джамат Исламия во главе с Умеровым. Да? А после революции возникали уже органы самоуправления. Ну и в целом, что по России, что по Астрахани, в частности, по губернии, эти, ну, собственно, общественно-политические структуры в основном выступали за автономию. За автономию или за какие-то культурно-автономистские права. Есть очень хорошая монография Салавата Исхакова «Российские мусульмане. Революция», ну, лет 10 назад. Это фундаментальная вещь, и он тщательным образом анализирует вот именно взгляды большинства таких мусульманских органов самоуправления и приходит к выводу, что большинство из них, в том числе и в Астрахани, не придерживались сепаратизма, не выступали за создание каких-то независимых государств. Как правило, максимальные требования – это предоставление каких-то культурно-автономистских прав. Создание каких-то там национальных районов в составе вот тех или иных субъектов. Очень редко кто из них откровенно выступал с позиции сепаратизма. И вот как раз в своей монографии Исхаков, он, в общем-то, развенчивает этот стереотип, что мусульмане до революции в России хотели отсоединяться, создавать какие-то... Большинство политических мусульманских движений не предполагало, даже в намеках не предполагало такие резкие
перемен. Мусульманам не хватало автономии. Не только мусульманам, многим национальным, скажем так, или конфессиональным общинам. И мусульманское стремление к автономии, оно в основном проявлялось в их политических убеждениях, в том числе и здесь. Сначала Мосгорбюро, а потом Национальное управление или ИДАРы пытались постоянно в контакты с властями. Причем как с демократическими, так и потом и с советскими. Они не выступали против, вот как мне кажется. Здесь в революционных событиях позиции нейтралитета. И в дальнейшем они не поддерживали советскую власть, но и не выступали также против. В любом случае, советская власть их потом, конечно, перемолола. Хорошо, спасибо.